В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. 500 миллиарда рублей будет направлено на строительство дорог регионального и местного значения в Якутии. В Якутске торжественно открыто здание школы номер 25. Компания «Алроса» направит на охрану окружающей среды в Якутии 30 миллиардов рублей. Поселок Жатай как положительный пример муниципального управления. Репортаж из инновационного населенного пункта, уникального в своем роде по всей стране. От идеи до воплощения юные артисты школы села Хатыстыр, мастера на все руки. Легенды хоккея в Мирном в рамках проекта «Настроение» район вновь встречает олимпийских чемпионов. Росавтодор выделит 454 миллиона рублей Якутии на строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значений. Речь идет о 58 километрах автомобильных дорог. Это стало возможным после подписания соглашения между Росавтодором и правительством республики. Субсидии направляются на строительство и реконструкцию дорог общего пользования с твердым покрытием. Согласно одному из главных требований, дорога должна нести от сети автомобильных дорог общего пользования к близлежащим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках подпрограммы дорожные работы пройдут в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Татинском улусах. Тем временем с 1 апреля этого года прекратит свою работу зимник в направлении Мирный, Тасюрях, Усть-Кут. В этом году закрытие основной части ледовых переправ запланировано на вторую декаду апреля. Об этом сообщили в МЧС Якутии. Сроки закрытия автозимников могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Напомню, неделю назад функционировала 51 ледовая переправа, из них 7 федерального значения, 4 республиканского и 40 ледовых переправ муниципального значения. Компания «Алроса» в этом году направит порядка 6 миллиардов рублей на работы по охране окружающей среде. Проект компании пятилетний и включает комплекс мероприятий, в том числе и организация очистки сточных вод. Тему продолжит Юрий Осипов. Около 30 миллиардов «Алроса» направит на охрану окружающей среды. Почти 6 миллиардов рублей направит алмазная компания в этом году на мероприятия по охране окружающей среды. За 5 лет планируется потратить на эти цели около 30 миллиардов рублей. В прошлом году завершилось действие комплексной программы мероприятий по охране окружающей среды компании «Алроса» на 2011-2018 годы, разработанной компанией. Нынче экологический центр представил аналогичную программу на 2019-2023 годы, но уже в расширенном формате. «Алроса» усилит меры по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Якутии. Это предусмотрена экологическая программа, формирование которой завершено, говорит главный эколог компании «Алроса» Полина Анисимова. В частности, предусматривается защита окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, охрана атмосферного воздуха и снижение негативного воздействия на изменение климата. В части охраны водных объектов компания организует сбор и очистку сточных вод. Предусмотрен блок мероприятий по охране поверхностных и подземных вод. С текущего года в программу производственного контроля включены исследования качества сточных вод на всех промышленных площадках, присоединенных к централизованным канализационным сетям. «Алроса» планирует централизованное заключение договоров на утилизацию и обезвреживание опасных отходов, что позволит сформировать единообразный подход к безопасному обращению с отходами. Компания продолжит наращивание вовлечения отходов во вторичные энергетические ресурсы, что, как рассчитывают в компании, даст не только экологический, но и экономический эффект. Руководство компании приняло важное управленческое решение о проработке вопроса по безопасным подходам для окружающей среды еще на этапе проектирования. Предусмотрен комплекс мер социально-экологического характера, в том числе заключение ряда соглашений с Минэкологией Республики, Национальным фондом Баргары, Дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минэкологии Якутии. Компания продолжит поддержку уникального природного парка «Живые алмазы Якутии», расширит перечень видов рыбы для зарыбления якутских рек, заключит этнологическое соглашение о возмещении убытков Альнёкскому району, предусмотрены рекреационные платежи. Также «Алроса» продолжит организацию конкурсов, акций, экскурсий и других мероприятий по пропаганде охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Перспективы развития золотодобывающей промышленности страны обсудили в Якутске на выездном заседании Торгово-промышленной палаты России, где приняли участие представители федеральных надзорных органов золотодобывающей компании Якутии, Магаданской и Амурской областей. По мнению экспертов, на данном этапе наиболее перспективным является разработка и добыча рудного золота. В Якутии крупнейшая международная компания «Полиметалл» как раз начала разработку уникального месторождения рудного золота Нежданинское в Тампонском районе. Власти республики связывают большие надежды с этим месторождением, и с началом его разработки уровень добычи золота в Якутии может достичь рекордного советского уровня. По итогам прошлого года уровень добычи золота в республике составил более 29 тонн. Я думаю, что мы сегодня с вами уже присутствуем при достаточно быстром росте золотодобычи в Якутии, к возобновлению, по сути, работы многих новых объектов. И полагаю, что, конечно, перспективы есть. У Якутии примерно через 3-5 лет, как сказал ваш министр промышленности, вернуться на советские объемы производства. Безусловно, для Якутии сегодня самым главным является, наверное, пока рассыпное золото, но перспективы, как я уже сегодня говорил, все-таки в рудном. И первый объект, который, конечно, даст вам этот прирост довольно быстро и эффективно, это Нежданинка. Аварийный жилфонд в Якутии насчитывает более 4000 домов, где проживает порядка 70 000 человек. К сожалению, эти цифры одни из самых высоких по стране. Сегодня вопрос реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда до 2025 года рассмотрели на заседании правительства, которое провел премьер Якутии Владимир Солодов. Руководитель Минстроя Якутии Павел Аргунов сообщил, что программа будет реализована в несколько этапов. В первую волну вошли центральные районы и города республики, а северные и арктические улусы вошли во второй этап. У нас в республике самый большой объем аварийного жилья в стране, 11% от всего аварийного жилищного фонда всей Российской Федерации. А общий объем программы составляет 93 миллиарда рублей. И в общей сложности будет расселено более 1 140 000 квадратных метров жилья. На 2019 год мы утвердили в программе объем в размере 85 000 квадратных метров жилья к расселению, и общий объем составит около 5 миллиардов рублей. Мы сегодня утвердили распределение по муниципальным районам этих сумм и этого метража. До всех муниципальных районов доведена. И сейчас самое главное – оперативно и дисциплинированно развернуть эту работу и начать реализацию. Сегодня в Якутске торжественно открыли новое здание 25-й школы. Корпус учебного заведения для старших классов построили в рамках государственно-частного партнерства. Школа площадью более 6000 квадратных метров рассчитана на 350 мест. С новоселами встретилась Сарглана Федорова. Рядом, буквально в 10 шагах от действующего здания школы, выросло новое. Оно в 3 раза больше прежнего. Новый объект возвели на месте первого деревянного здания школы. Здесь созданы все условия для всестороннего развития школьников. Новая школа – новые возможности. Помимо учебных классов, здесь разместились компьютерный класс, просторный спортивный зал, а также отдельный актовый зал с костюмерной и гримерной. Учебные занятия начнутся с середины апреля. Ученики с нетерпением ждут этого момента, ведь теперь они будут учиться в одну смену. Очень рада, что нам построили новую школу, она большая, и у нас, думаю, что будет много новеньких, и у нас появилось также много новых кабинетов биологии, географии и так далее. В новом здании будут обучаться учащиеся с 5 по 11 классы. Для них библиотека с читальным залом, кабинеты военной подготовки и культуры народов. С появлением нового здания 25-я школа стала большим комплексом, состоящим из 4 корпусов. Начальное звено малыши наши учиться будут в другом здании, выкупленном в 2015 году, отремонтировано. Имея 3 спортзала, конечно, должны быть спортивной школой. Да? Тут будут заниматься дети и такие секции, направления, как борьба, много видов единоборств. Тут будет развиваться художественная гимнастика.
Новое здание 25-й школы – 7-й социальный объект, возведенный в рамках программы государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций в проекты Якутии по этой линии превышает 9 миллиардов рублей. В строительство этой школы значительную часть суммы вложили частные инвесторы. Теперь будет порядка 10 лет как раз уже республика и город расплачиваться с ними. Подход такой, что в конечном итоге выплаты у нас идут исходя из соотношения 70% республика, 30% город Якутск. Сама корпорация ВИЗ, в которую входит газоэнергомонтаж, они уже будут заниматься в том числе и эксплуатацией, и постгарантийным обслуживанием данных зданий. В столице республики в рамках государственно-частного партнерства сейчас строится 12 объектов образования и культуры. Масштабное обновление социальной инфраструктуры позволит создать 3000 мест в детских садах и школах, обеспечить современные условия для развития подрастающего поколения. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Поселок Жатай как положительный пример муниципального управления. Репортаж из инновационного населенного пункта, уникального в своем роде по всей стране. От идеи до воплощения юные артисты школы села Хатыстыр, мастера на все руки. Легенды хоккея в Мирном. В рамках проекта «Настроение» район вновь встречает олимпийских чемпионов. В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. В эти дни в Якутске проходит съезд глав муниципальных образований Якутии. Наш следующий сюжет как положительный пример плодотворной и, что очень важно, долголетней работы на месте. Речь про поселок Жатай. Позитивный пример социально-экономического развития. Лучший промышленный район прошлого года. Успешное выполнение программы переселения из аварийного жилья. Первый и пока единственный энергоэффективный микрорайон в России. Как живут сегодня в небольшом, но передовом поселке, расскажет Сарглан Захарова. Здесь свет не уходит, подача воды без сбоев, а платежки по коммуналке ниже почти в 2 раза, чем у соседей. Это не вымысел, а реалии жителей энергоэффективного района в поселке Жатай. В этих домах реализован комплекс технологических решений, направленных на снижение энергопотребления. В частности, имеется собственная крышная котельная, приточно-вентиляционная вентиляция с рекуперацией воздуха, приготовление горячей воды с использованием солнечных коллекторов и резервное электроснабжение технологического оборудования с использованием фотоэлектрических панелей. Александр Зелинский всю жизнь прожил в поселке. В 2013 году произошло радостное событие. По программе переселения его семья одна из первых переехала в современный умный дом. Новое, неизведанное сперва вызвало сомнения, признается мужчина. Но уже в первую же зиму от них не осталось ни следа. Очень была зима холодная, ну а тут вообще прекрасно. Вот честно говорю, прекрасно. Нам очень понравилось. Но если брать со старым домом, я, наверное, за отопление плачу на 40% где-то дешевле, потому что тут стоит своя котельная. И даже в день блэкаута 2017 года, когда произошла крупная авария на Якутской ГРЭС и большая часть республики погрузилась в тьму, микрорайон остался единственным ярким пятном. Жильцы даже не почувствовали никакого дискомфорта. Весь район был освещен, потому что у нас здесь стоят фотоэлектрические панели, также на освещение дворовой территории. То бишь везде было темно, а квартал он сам освещался. Энергоэффективный район – первый и пока единственный в стране. Он стал примером, и сейчас этот опыт планируют перенять во многих других регионах в рамках новой программы переселения. Мы закончили эту программу одни из первых в 2017 году, в конце 2017 года. Хотя первый этап у нас был самый большой, будем говорить, из того объема. Фактически у нас осталось всего порядка 10% того жилого фонда, который был признан аварийным. Центральная улица Жатая. Сложно поверить, что еще пару лет тому назад здесь стояли бараки и двухэтажные деревянные ветхие дома, которые помнили становление самого поселка середины прошлого столетия. А совсем скоро на этом пустыре появится новый сквер с фонтаном, со скамейками, и можно быть более чем уверенным, что это станет местом одним из самых излюбленных мест отдыха гостей и жителей городского округа. Инфраструктура развивается, население растет. Население Жатая 10 с лишним тысяч человек. В ближайшее время жителей станет еще больше. К 2021 году в Якутии планируют возобновить судостроительство. У нас получается 2 проекта. Первый – это строительство высокотехнологической Жатайской судоверфи. Да? Оно будет строить суда
А Жатайский завод, как он был, так он и останется. Он будет заниматься ремонтом существующего флота. Ремонтный завод тоже ждет модернизация. На смену станкам советской эпохи придут высокотехнологичные установки. Тяжелый физический труд заменят автоматизированные процессы. Откроется еще 700 новых рабочих мест. Там требуются специалисты именно садокорпусники, которых у нас, в принципе, нету. Поэтому эти специалисты будут приезжать, и население, конечно, будет расти. Главный фактор прироста населения – условия для жизни. И не просто комфортные, а экономически выгодные. И для экологии полезные. Прививают эти ценности юным жатайцам с самого раннего возраста. Процессы экономии энергии объясняют малышам в детском технопарке в самом первом умном детском саду республики. Наш технопарк называется Green Energy. Сохраняя, сберегая, создавай. То есть мы из того, что есть, приучаем детей создать, переработать и при этом же стараемся развить какие-то технические качества. Жатай по праву можно назвать самым зеленым населенным пунктом Якутии. За последние годы из депрессивного поселка он преобразился в один из передовых и перспективных районов республики. И на этом его история не заканчивается. Новая глава в жизни жатайцев только начинается. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Жатай. В эти дни по всей республике проводится профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы», главной целью которого является безопасность детей на дорогах и повышение осведомленности водителей транспортных средств. В один из рейдов отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Дмитрия Тымырова. Только за 2 месяца этого года на дорогах Якутии зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 12 юных участников дорожного движения получили ранения. В большинство случаев виновниками ДТП становились небдительные водители. От общего количества автопроисшествий с участием детей 83,3% или 10 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей, а лишь 2 по вине несовершеннолетних участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей зарегистрированы в городе Якутске 10, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах по 1. Основными причинами ДТП по вине взрослых, когда пострадали дети, являются нарушение проезда, перекрестков, превышение скорости, нарушение правил перевозки детей и непредоставление преимущества пешеходами на пешеходных переходах. С 18 по 31 марта на территории города Якутска и в пригородах продолжается профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы». В связи с этим сотрудники госавтоинспекции нацелены на выявление нарушений правил перевозки детей. И также будут проводиться целенаправленные рейды. До начала школьных каникул во всех образовательных учреждениях столицы прошли классные часы по безопасности на дорогах. С детьми беседы провели не только классные руководители, но и инспекторы ГАИ. В преддверии каникул весенних, конечно, во всех школах и в нашей обязательно проводятся инструктажи по технике безопасности. Это правила поведения на водоемах, это правила поведения в общественном транспорте при переходе дороги, то есть по правилам дорожного движения. Родители школьников отмечают, что с детьми они проводят беседы на тему, как переходить дорогу, а во время школьных каникул они стараются сами сопровождать их в общественных местах. В школах и в садах тоже требуют цветоотражающие ленточки где-нибудь прикрепить, и мы стараемся по возможности, приобретаем, ленточки покупаем дометровые и прикрепляем, пришиваем к рюкзакам, курткам. В первую очередь, наверное, не нужно малолетних детей отпускать без присмотра взрослых, я имею в виду учеников начальных классов. А так, с детьми нужно проводить всегда беседы по правилам дорожного движения. Инспекторы ГАИ отмечают, что за безопасность детей на дорогах и в общественных местах отвечают родители и классные руководители. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности. Из-за детской шалости может тоже нести ответственность родитель в первую очередь. И, конечно, если будет там административное правонарушение со стороны несовершеннолетнего, то уже отвечает и классные руководители в школах. Как отметили инспекторы ГАИ, рейдовые мероприятия продлятся до конца этого месяца. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Международный день театра в Якутии в этот день традиционно подводит итоги театрального фестиваля «Желанный берег». В самом начале состоялось награждение театральных деятелей знаками отличников культуры и народных артистов республики. В торжестве принял участие глава Якутии Айсен Николаев.
Первую премию в номинации «Лучшая женская роль» второго плана получила актриса русского драмтеатра Зорина Екатерина. Еще один актер драмтеатра Степан Федоренко стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» второго плана. В номинации «Лучшая женская роль» лауреатом стала Венера Федотова, актриса театра оперы и балета. Моя роль была Мидора в балете «Корсар». Молодая гречанка, которая спасает, которая попадает в рабство, и ее спасает пират Конрад. И об этой любви рассказывается в этом спектакле. Вокал, хореография, разговорный жанр, демонстрация мод. Юные артисты школы села Хатыстыр Алданского района мастера на все руки. Идеи у ребят масса, и над их воплощением в жизнь они готовы работать. Все мечты и устремления осуществимы, если постоянными спутниками становится энтузиазм и желание творить. В волшебный мир театра и танца погрузилась и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Опытные артисты театрального кружка Догор-Гирки говорят, что лучше всего игра идет на родной сцене, а таланты ребята школы номер 20 села Хатыстыр представляли на разных подмостках. Наиболее масштабные гастроли состоялись в ноябре 2017-го в Улан-Удэ. На региональном фестивале эвенкийского эпоса постановка школьного театра «Сонинг Девлечен» завоевала второе место. Ребята узнали очень много не только о самой республике, не только о городе Улан-Удэ, но и познакомились с ребятами, с другими коллективами. Артисты Хатыстырского школьного театра Догор-Гирки, несмотря на волнение, раскрылись в полной мере. Помимо завоеванного коллективом второго места, жюри отметило индивидуальные таланты. Алзон Алганаев получил диплом за лучшую мужскую роль. Виктория Нуждина была награждена за лучшую женскую роль второго плана. Дети очень хорошо выступили. Сегодня мы показали вам только 1/3 часть, и там все очень активно участвовали. В школе номер 20 помимо театрального кружка действует танцевальный ансамбль «Эннекен», символизирующий воплощение культуры и духовности эвенкийского народа. Чуть более года назад ансамбль покорил международную арену. Артисты приняли участие в 65-м конкурсе «Адмиралтейская звезда», проходившем в Новосибирске. Хатыстырцы представили мастерство в номинациях народного вокала, народного танца, художественного слова и театра мод. Очень похвалили нас. Они так сказали, вот дословно, это очень колоритные ребята, очень естественные. Вот они выступают так, как они живут. Заведенные в Новосибирске знакомства имеют в основе перспективы долгосрочного сотрудничества. На метров искусства неизгладимое впечатление произвела эвенкийская культура. Выразили желание с нами сотрудничать в дальнейшем. Мы обменялись телефонами и вот в основном работать с нашими мастерами, с теми, кто шьет национальные наши костюмы. Идей у юных артистов масса, и над их воплощением в жизнь они готовы работать. Когда постоянными спутниками становятся энтузиазм и желание творить, все мечты и устремления осуществимы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Хатыстыр. В Мирнинском районе гостит олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Михаил Васильев. Здесь завершается ежегодный фестиваль настроения с легендами советского и российского хоккея. На протяжении недели именитые спортсмены проводили тренировки в разных поселениях района. Подробности в материале Марферины Алексеевой. Хоккей – любимый вид спорта в Мирнинском районе. Желающих отдать своего ребенка в секцию по хоккею всегда очень много. Сегодня перенять опыт у именитых спортсменов пришли ребята от 5 до 10 лет. Михаил Васильев, олимпийский чемпион, финалист Кубка Харламова, внимательно корректирует мальчишек на льду. Такие встречи учащихся с легендами хоккея проводятся во второй раз. И гости отмечают, что учащиеся возмужали и показывают хорошие результаты. Мы видели этих ребят год назад, когда мы сюда приезжали, когда мы приняли это приглашение, приехали сюда в этом же составе с Александром Байковым, с Игорем Григоренко мы приехали сюда. И мы посмотрели, насколько отличается прошлый год от этого года. В этом году ребята уже подготовлены. Понятно, Алексей Николаевич с ними работает каждодневно, там по 4-5 раз в неделю. Но это просто здорово. То, что мы увидели, нас просто порадовало. И это надо закрепить, надо приглашать нас еще раз. И мы с удовольствием будем сюда приезжать. Возможность воочию увидеть легенд хоккея и стать учеником именитых тренеров выпала не только мирнинцам, но и жителям Удачного и Айхала. В
программу двухдневных мастер-классов входит сухая тренировка, товарищеские встречи и занятия на льду. Стараются, конечно, мы их останавливали, поправляли, но направленность наших мастер-классов, или, так скажем, лучше тренировок для молодого поколения наших ребят, был сделан упор на правильность и технику выполнения упражнений. Родители в восторге. Бесценный опыт. К тому же все мастер-классы проводятся бесплатно. И как приятный бонус, гости приготовили всем участникам памятные призы в виде шайбы с автографом. Нам, родителям, это, конечно, очень здорово. Как бы мы хотим детям донести, показать, рассказать. Но в таком возрасте они не совсем еще, конечно, понимают. Я думаю, что когда он в 10 лет посмотрит на вот это и вспомнит, и поймет, что у них произошло. Первых полчаса они безукоризненно все выполняли, дисциплина была на высшем уровне. Потом, конечно, они устали, они еще маленькие. Я думаю, они были сегодня напряжены не только физически, но и морально, потому что мы их все равно подготовили. Тренировки над постановкой правильной техники и координации предстоит пройти еще подросткам. И завершится спортивное мероприятие взрослым товарищеским матчем. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь и удачи вам.